Олег Мусасович, здравствуйте. И первый вопрос, он касается Сирии. Сирия традиционно является одним из важнейших партнеров Абхазии. Скоро состоится поездка ваша в Сирийско-Арабскую Республику. Как развиваются наши отношения с Сирией? И скоро состоится выставка, в которой Абхазия будет принимать участие. Прежде всего хочу отметить, что для нашей страны все партнеры, наши внешнеполитические контакты имеют большое значение. Одной из таких стран является Сирийская Арабская Республика. Я уже неоднократно говорил об этом, насколько для нас важно присутствие в регионе Ближнего Востока, насколько ощутим тот потенциал взаимодействия, который сложился между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. И этому не смогли помешать ни настойчивые попытки изолировать Абхазию, ни те события, которые проистекали в Сирийской Арабской Республике около 2 лет назад. К счастью, нам удалось сохранить высокий уровень наших взаимоотношений. И мы уже не в первый раз будем посещать очередной раз наших сирийских друзей и партнеров. Действительно состоится 63-я Дамасская международная выставка-ярмарка. Это очень значимое событие в регионе и не только в регионе. В прошлом году мы успешно представили Абхазию на этом масштабном ближневосточном форуме, где присутствовало 48 стран. Одной из них стала Абхазия. В этом году представительство таких стран расширилось. Наши сирийские коллеги в этот раз ожидают присутствия 63 стран. И это не только регион Ближнего Востока, как вы понимаете, это и иные страны. В частности, после небольшого перерыва в этом году будет представлен павильон, экспозиция Российской Федерации. И уже сегодня мы знаем от организаторов, от наших дипломатов, которые трудятся в Дамаске, о том, что интерес и к участию Российской Федерации, и к участию Республики Абхазия в этом масштабном форуме очень велик. Мы, конечно, очень тщательно готовимся, сформирована представительная правительственная делегация. В делегации несколько министров. Делегацию снова я возглавляю как министр иностранных дел. И вся необходимая помощь и содействие для того, чтобы наше представительство было наиболее интересным, солидным со стороны руководства Абхазии, президента, главы правительства. Все эти мероприятия были проведены в короткие сроки и на самом значительном и высоком уровне. Это я с чувством удовлетворения могу констатировать. Наша делегация отправится в Сирийскую Арабскую Республику через 2 недели. Мы представим наш экономический, культурный потенциал обязательно. Мы расскажем о тех интересных проектах, преобразованиях, которые проистекают в Республике Абхазия. Встретимся с профильными министерствами, уже такие договоренности существуют. Очень надеюсь, что в этот раз нам удастся подписать соглашение между Абхазским государственным университетом и университетом Дамаска. Как известно, мы реализуем ряд, в том числе образовательных программ между нашими странами. Значительное количество молодых людей, представителей абхазо-адыгской диаспоры, наши соотечественники, приезжают в Абхазию и получают первоклассное образование в стенах Абхазского государственного университета. Пользуясь случаем, хочу очередной раз подчеркнуть роль и поблагодарить ректора Абхазского государственного университета Олега Алексеевича Гварамия и его коллектив, всю его команду, которые постоянно, целенаправленно
предоставляют эти квоты мест для обучения в нашем национальном, главном национальном вузе. Я считаю, что в этом есть очень серьезный интеграционный эффект, поскольку молодые люди, которые приезжают сюда, получают образование, общаются со своими сверстниками, они, конечно, возвращаются к себе домой уже несколько иными. Они уже хорошо осведомлены о тех процессах, которые проходят в Абхазии. Они знакомятся со своими ровесниками, со своими ровесниками из Российской Федерации, из республик Северного Кавказа. И, по сути, становятся нашими послами доброй воли в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Это важный эффект. И вот в продолжении темы диаспоры в Турции проживает самая многочисленная абхазо-адыгская диаспора. Как с ней сегодня ведется взаимодействие? Это первый вопрос. И второй вопрос. Недавнее заявление оппозиционных депутатов на площадке парламента в Турции. В таком масштабе в Турции заявление о снятии изоляции с Абхазией звучит впервые. МИД уже это комментировал эту ситуацию. Что в этом отношении, вот как вы можете это еще прокомментировать? Действительно, мы уже, Министерство иностранных дел делало заявление. Прежде всего, хочу сказать в целом о том, какую роль играет диаспора, абхазы, наши соотечественники, проживающие за пределами нашего государства. Для нас это крайне важный и очень чувствительный вопрос. Здесь двух мнений быть не может. Абхазская, допустим, турецкая диаспора, она самая обширная, самая многочисленная среди всех стран, в которых проживают абхазы. В этот же ряд можно поставить по значимости и абхазо-адыгскую диаспору в Сирийской Арабской Республике. Это также многочисленная, довольно спаянная, сплоченная диаспора. И мы с ней проводим очень серьезную работу. Вот на протяжении всех наших визитов в Сирийскую Арабскую Республику мы постоянно планируем и проводим встречи с нашими соотечественниками, которые проживают в Сирии. Это очень важный фрагмент нашей работы, очень важное направление. Это также важный аспект для властей Сирии. Это очень серьезный внутриполитический фактор, поскольку это большое количество людей, это спаянные одной идеей, отношением к нашей стране, к Республике Абхазия, которую они считают своей, родной страной, отношением, вот такая большая общность людей. И, разумеется, мы просто обязаны постоянно уделять этому самое насущное внимание и большую роль. Я хочу сказать, что благодаря тому, что нам удается консолидировать в значительной степени диаспору, мы и выглядим солидно в глазах органов государственной власти Сирийской Арабской Республики.